Приветствую, друзья! Программа «Просто вкусно», канал Кути-24, с вами Петр Цепандин. Мы находимся в городе гостеприимном Алекминск. Приехали специально для того, чтобы снять наши проекты. Обычно мы сами приглашаем нашу гастрономическую студию в Якутске в гости, но мы сейчас сами в гостях и продолжаем знакомить жителями города Алекминска. И у нас сегодня в гостях Максим Борисович Алексеев, руководитель туристической базы ИНИБИ. Максим Борисович, здравствуйте. Здравствуйте. Да, спасибо, что согласились принять участие в нашем телевизионном проекте. И мы проект наш называем «Кулинарное ток-шоу». Что вы будете готовить? Я сегодня планирую приготовить мясо из зубрятины. Из зубрятины. Из зубрятины. Так. И вот рыба соленая, таймень, картошка алекминская. Вот из этих... Куда же без нее? Куда без нее? Куда же без нее? Да, Поэтому вот из этих... Уже практически символ, да, получается? Да, из этих блюд я хочу приготовить тут свою изюминку свою, алекминскую турбазу ИНИБИ. Мы в турбазе ИНИБИ сами готовим тоже. То, что Баянай мне одарил своими. То есть это вот, получается, добытое вами, да? Да, это все добытое нами, поэтому все стараемся приготовить сами. Это, то есть, получается, да, мы обязательно поговорим про ваш бизнес, как вы это все начинали, да, но вот что касаемо блюда, вы сказали, готовите часто, то есть это какой-то такой собственный рецепт, да, получается, или как? Да, ну на базе мы обычно, когда у нас гостей мало, там 4-5 человек, мы с супругой Парской Петровной вместе готовим. А то, что вот от Баянай добыли, это в основном, здесь в основном готовлю я. А все остальное, стряпня и прочее, это супруга. Ну, это супруга, понятно, да. Ну, обычно же, да, мужиков получается лучше, именно с дичью. Ну, почему-то так. Да? Ну, да. Да, ну, то есть, всегда то, что сам добыл, хочется даже самому и разделать, подготовить, приготовить, да, правильно? Да, это для души. Для души, да. Для души. То есть, вы сами тоже любите готовить, получается? Люблю. Хорошо, да, давайте чуть-чуть объясните, пожалуйста, как это будете готовить, ну и пойдем дальше. Ну вот из зубрятины у меня. Вы уже порезали? Я уже порезал, приготовил, чтобы время, как говорится, не терять. И вот эти нарезки сейчас я сделаю как такие тонкими ломтиками буду резать. И сперва приготовлю в воде, а потом уже, когда она дойдет до готовности, полуготовности почти, я их убираю и жарю. Лук, морковка и все остальное. Все вместе? Все вместе. Ну то есть получается такое, некое такое сытное жаркое получится? Да. Правильно? Такое, да. Ну все же, давайте начинать и сразу же первый вопрос. Я так думаю, мы все люди из Советского Союза. Как вы начинали, собственно, ваш вот проект, да? Ну, я начинал, как только вышел на пенсию. Да, вот после пенсии тем более. Да, мне исполнилось 55, и я сразу в тот же день подал заявление об уходе с работы. Ну, как бы, закон есть закон. Да, нет, ну, закон не закон, я мог и дальше работать, нет, конечно. Да. А чем вы занимались? Я последние годы перед выходом на пенсию был государственным инспектором охотнадзора по Алекминскому району. И вот как только подал заявление, сразу пошел в налоговую и подал заявление на создание ИП своего. Ну, то есть уже в качестве предпринимателя. Да. Правильно. В качестве предпринимателя. Не секрет, что, скорее всего, тогда у вас уже в голове зрело то, что какие-то такие долго идущие планы были, да? Это давно уже созрело. Я давно мечтал вот эту туристическую базу открыть в районе. Поэтому вот сразу, не колеблясь, пошел и, как говорится, подал заявление и начал работать. Как вы начинали? Ну, начинал, конечно, были сложности, но мне очень помогли мои родственники, мои братья, мои дети. Супруга моя сразу поддержала мою идею. И вот мы начали строить. Базу. А каким образом было выбрано место? Ну, то есть место выбрано было, я сам родился в Тако.
Токо, это речка же, да? Нет, это село Тока. Село Токо, ага, да, Ага, да. и Ну, вот, речка это именно да, есть. и я решил, что краше, лучше места, чем Токинская земля, нету. Мгм. И были варианты многие, где открыть турбазу. Но Мгм. я сразу вот решил, что база должна быть Там. на Токинской земле. Мгм. И вот там открылись и начали работать. Прошло уже 13 лет. Мгм. 13 лет я руковожу вот этой турбазой. Мгм. Занимаемся, принимаем гостей, организуем рыбалку, охоту, семейный отдых. Мгм. Приезжают люди. То есть у вас база круглогодичная или Нет, как? сезонные. Сезонная, да? Ну, то есть, скорее всего, уже по воде же, да? Да, с 1 июня открывается и до 1 октября. Ага, ну, пока, Функционирует. как бы, пока есть возможность вода. Да, да, да. Да, я знаю, что она находится выше по реке, да? Да, до нас надо ехать отсюда 110 километров. Мгм. Это проходим через 4 реки. 4 аж Да, реки. все Лена, реки, да, Лена, Лёкма, Лёкма. Чара и Тока. Да, и тук-тук-тук-тук-тук. Да, да, да. Вот, И реки все меньше и меньше и меньше. да, да. Ага. Да, ну надо полагать, да. Да, так и есть, ага. Ага. Так и есть, и вот доходим до турбазы. Турбаза у нас сейчас, значит, получается, мы стационарно можем принять сразу 30 человек. Аж. Мгм. Ну, то есть у вас позволяют постройки, Да, жилища. позволяет, ага. Мгм. У нас 4 жилых зимних дома, 4 летних кемпинга, Мгм. развлекательный центр, летняя столовая, большая, просторная, на 50-60 человек. Мгм. Ну, то есть какие-то такие организованные мероприятия Да, для организации можете проводятся проводить, там получается. корпоративы, Ну, форумы, понятно, понятно. Да-да-да. юбилеи, свадьбы разные. Даже так. Мгм. Мгм. Ну, то есть основные направления это все-таки как бы семейный отдых, получается, да? Да. Или как? Ну, то есть вы... Семейный отдых, и в основном вот с других регионов России приезжают на рыбалку. мгм. И очень любят рыбалку. У нас на реке 13 видов различных рыб есть. Так. Вот, ага, и вот эти. С этого можно подробнее, потому что я страшный рыбак. Ага. Ну там Да-да-да. водятся, значит, Страшно люблю. Да. таймени, Ага. ленки, хариус, сик, валек, Ага. налим, щука, окунь, хариус. Есть, значит, элец есть, тугунок есть, осетры есть. Ну, то есть все, что есть, ну, как бы в да, Якутии практически что это всё. есть в Якутии, практически все Практически есть всё есть. в этой речке, где Ага. стоит наша база. Значит, 4 года назад я вышел в это Министерство экологии республики и попросил мне выделить рыболовные участки для промысловой рыбалки. Ага. С такой целью, чтобы я официально мог гостям, которые ко мне приезжают, угощать нашу рыбу. Мгм. И Ну, вот- то есть, потому что сейчас новые законы, это не просто так, да. Да, Раньше, да, и конечно, я было очень проще. благодарен, что меня правильно поняли, Мгм. пошли навстречу, и вот у меня 2 участка рыболовных здесь. Мгм. Одна по Тока, одна по Чаре. Мгм. Вот я рыбачу сетью, неводом, плавежками, и вот, Славушка, ага. ну, угощаю своих гостей. Мгм. Так получается. Да, а промысловая на какие виды рыбы тогда получается? Промысловый у меня получается на ленок, хариус, щука, окунь, Мгм. щик. М. Ну, вот эти рыбы, кроме благородных вот этих. Ну да, да, да. Кроме осетра, тайменя. Таймень только спиннинговая рыбалка. Ну да, желательно. Ага. Мгм. И желательно мы стараемся, конечно, их отпускать. М. И своим гостям тоже поймал, отпустил. Вот такое у нас требование. Ага. И вот это Ну, всё- потому что, да, считается же так, таймень, особенно вот крупные рыбы, сколько килограмм, столько и рыба Да, лет да, да. прожила. Ага. Я же не ошибаюсь, правильно? Прожила это одно. Второе, он не рестится. У нас эта речка нерестовая. Да. Выходит на нерест, и поэтому вот этих стараемся мы их оберегать, как говорится. Мгм. Так, ну вот я вот вижу, это, что вы мясо мелко порезали. Ага, чтобы вот так порежу, потом его я в воде варю. Отвариваете какое-то время. Да, определенное время отвариваю в воде, а потом уже перелаживаю его на этот. Так вот. Мгм. Так, добавить воды чуть-чуть, может быть. Ага.
Максим Борисович, вы сказали, что ну, работали на руководящих должностях. Да. Это какой-то такой склад характера, да? Ну, Или воспитание такое? как сказать, и то, наверное, и характер, и воспитание, потому что у меня, я со школьной скамьи, значит, как сказать, Ну, активной в жизни. ну, так получилось, что у меня активность была большая, пионерские отряды председателем, совет пионерской дружины, Да, комсомол да. актив. Потом у меня был очень хороший наставник, мой директор школы в старших классах. Это Ювеналиев Дмитрий Семенович. Он сам был военный, и приехал с Запада к нам работать. Ну, раньше такая программа, по-моему, была. Приезжали с центральных регионов России, СССР даже, не Россия, а СССР работать. И вот он приехал к нам и навел в школе такой полувоенный порядок. Ага, и он меня вел по жизни. Так. Когда я вступал в комсомол, он дал как коммунист рекомендацию мне. Потом в школе назначил меня заместителем директора школы по шефской работе совхоза Дмитровский. Не знаю, что я как шефом совхозом занимался, но я такой был. Когда строил линейку школьную, он обязывал меня построить школу. Потом я шел к нему в кабинет, докладывал, что школа построена. И вот мы выходили вдвоем, он меня ставил сзади себя и проводил школьную линейку. Вот, и когда оканчивал школу, он предложил мне остаться в школе воспитателем школы-интернат и полставки учитель физкультуры и заочно поступить педагогически. Но я специальность получается. отказался, потому что по семейным обстоятельствам мне надо было выехать в Тако. Мама одна воспитывала младших моих сестер, братьев. Поэтому вот я вынужден был туда ехать. А он взял, так бы, вот сейчас позже я понял, что он позвонил директору вот Токинской школы и дал мою рекомендацию, потому что я в Тако приехал, меня сразу вызывает в школу директор, и меня предлагает работать воспитателем интерната. Мне было 17 лет. И вот я пошел работать в интернат воспитателем, а через полгода образовался совхоз Токинский. И райком комсомола меня сразу взял туда, освобожденным секретарем комсомольской организации. И вот с тех пор началась у меня вот эта трудовая Такая деятельность, да? руководящая деятельность. Объехал весь район, прошел практически по всем совхозам, где в комсомоле, где в профсоюзе, где в парткоме, где главой администрации, где председателем совета, где председателем сельпо, вот так работал. Однозначное отношение такое, да, к предпринимателям, тем более в те времена было, ну, скажем так, немножко, ну, скажем так, неоднозначное, да. И заниматься все-таки бизнесом, это же рискованно, тем более в таком возрасте, да. Не боялись? Нет, такого ощущения вообще не было. У меня было желание создать вот эту базу и показать всему миру красоту нашего края. Потому что вот кто работает в турбазе, у нас по республике 134 турбазы есть на сегодня. Функционирует 134 турбазы по всей республике. Ну, у нас есть своя группа, и вот мы там общаемся. Делитесь опытами. Да, обмен опытом. Вот недавно я ездил в Якутск, был в 3 турбазах, Кенкеме, потом Ильядьга и Лазурный берег. И вот эти ребята должны летом приехать ко мне, обмен опытом. Вот, тоже, 3 турбазы приедут ко мне летом, и у меня тоже они посмотрят все, там пообщаемся, обмен опытом, что надо сделать, как сделать, какие направления делать. Вот. Так мы общаемся время от времени, и вот эти ребята должны мне приехать. И вот так, я говорю, турбазы — это государственная граница республики Саха-Якутия по имиджевой политике, считаем. Потому что к нам приезжают люди,
с других регионов, с других стран, когда санкций не было. У меня были с Испании, с Польши, с Китая, с Прибалтийской республики и так далее. И вот надо их принять достойно, Ну да. принять красиво. Потому что в конечном итоге по вам будут судить. А да. так и есть. Да, так Потому что когда они уезжают, книги, записи оставляют, там у меня уже второй альбом пошел. Не, ну и сейчас, скажем так, в свободном доступе социальные сети, интернет и все да, и прочее. выходит, Один, как говорится, гневный коммент. И все. И все, да, практически можно пойти, вся работа многолетняя может пойти на Да, смарку. и это не только про тебя. Да, А про республику. Про республику полностью. Поэтому вот. А якуты вот такие. Да, условно. Да, да? Саха, Да, республика такая. зачем с ними водиться, Ну, да. поэтому это очень ответственно, я считаю. Ага. И вот это мне приятно, все, кто работает в топ-бизнесе, это понимают. Когда мы общаемся, все говорят, это же так. Поэтому вот у меня вот такое мнение, что мы находимся на острие имиджевой политики республики. Как мы встретим, как организуем отдых людей, которые к нам приезжают из других регионов, от этого зависит именно вот престиж нашей республики. И республики в том числе, ну и России чуть ли, да. Конечно, если говорить, если вот зарубежный приезжает, это тоже Россия. Ну, да. Поэтому это не просто так, это очень Ответственно. ответственно. И вот это должен каждый, кто вышел на эту работу, должен это абсолютно в первую очередь понимать. В первую очередь, да, Да, вот да, это, да. да. То есть отрадно, что вы, да, когда вы только начинали работать, да, уже понимали, что вот куда, как говорится, вы суетесь условно. Ну да, Так, да. если это не знаешь, зачем туда лезть-то? Ну да. Знаю, потому что... Сотрудничаете ли вы с агентством развития туризма? С чем? С агентством развития туризма. Сейчас же вот это появилось. В Якутске-то? Да. Ну, они в основном работают с пригородом Якутска. А вот наши отдаленные мы так хорошо не ощущаем. Вот это. Сколько предложений делал. Я сам, вот когда был недавно отчет правительства республики у нас, я сделал предложение, вот проводятся съезды женщин, съезды муниципальных образований, съезды коренных народов, съезды сельских работников. Ну да, по отраслям, да. Да, по отраслям. А нас все время стороной оставляют. Нет, ну туристические тоже проводятся. Там, Нет, не было ни разу. Не было ни разу? Нет, не Так, было. так. Поэтому я предложу, Внимание. давайте проведем съезд туристических, не только турбаз, Турмаршрутов, да. не только турмаршрутов, а те, кто занимается имиджевой политикой нашей республики. Это гастрономическое направление, гостиничное, событийное, экологическое, вот, туристическое. Вот эти все направления собрать и провести хороший форум. Единый форум, да. Единый форум, конференцию. чтобы там именно на этой теме разговаривать. Потому что и у нас в турбизнесе, и у власти есть много вопросов, которые надо обоюдно решать. А они, Точки соприкосновения. да. Они, к сожалению, пока Ну, не я всегда должен решаются. даже все равно сказать, что большое внимание в последнее время, ну и уделялось, Это да, есть. и сейчас и уделяется. Сейчас да, именно, уделяется, да, ага. И туризму вот, большое да, внимание уделяется, и я думаю, еще больше будет. Президент наш вот указ издал до 30-го года 400 с лишним миллиардов на турбизнес, на турбизнес направляет. Вот 2 указа Ильдархана нашего, уважаемого Арсения Сергеевича, вышло тоже по поддержке туротрасли. Туристической Ну, отрасли, да. ну это, как говорится, наши государевы службы, они дают указ, дают направление, Ага. а это же надо реализовывать. Реализовывать, да. А чтобы их реализовывать, надо собраться. Да. Ну, хорошо, тогда такой вопрос. Как человек, который стоял у истоков прямо, да, вот развития туристического бизнеса, вы можете заметить какие-то эти тенденции, ну вот последние годы? Что меняется? Согласитесь, что количество туристов и количество желающих посмотреть наши красивейшие места их увеличивается? Что кроме этого? Ну, это, то есть, это то, что лежит на поверхности, то, что нельзя не заметить. Да, это и есть. Второе, у нас начали интенсивно, очень активно выходить турбазы, организовываться. Люди начали идти на турбизнес. Да. Вот про это. вот, я Вокруг говорю, Якутска сколько гостевых да. домов построено, сколько Было же кемпингов совсем, построено. ну, Вообще 5 не лет было. назад совсем мало было нас. Вообще не было, да. Потому что те- люди все ездили по Турциям да по Да, Египтам. да, Ну, да. условно, да? 10 лет назад Ноль. вообще
единицы были нас. А сейчас вот 134 Усадьба Атласов турбазы. только была, я знаю, да, на которой я сам Мегинский, да, вот 90-е годы, да, они вот начинали и думали, зачем это вообще нужно, кто туда пойдет и все прочее, да. А сейчас, как говорится, их просто великое множество. Да, поэтому считаю, что в этом вопросе у нас движение пошло. И вот эти указы, вот эти направления поддержки турбизнеса нашими руководителями России и нашей республики, вот, она дает все-таки толчок такой. Да, в том числе и гранты, в том числе и какие-то дотации. Да, гранты прочие даются, но пока мы их еще не ощущаем. Ну, ждем, надеемся, ждете, что, да. Да, надеемся, что она все равно будет. И предложения-то разные были, например. То есть, как говорится, конкуренция растет. Ну, конкуренция потихоньку растет, это хорошо. Ну да. Это с другой стороны, да, действительно, то, что нельзя не заметить, что наши якутяне, да, начали понимать, что у нас тоже есть красивейшие места. О, и начали какие. да, еще внимание привлекать к тому, что, ну, по Якутии сколько маршрутов есть. Новые маршруты все больше и больше открываются. Да. Итак, вот, у нас, например, вот то место, где стоит моя база, это первозданная природа-то. Абсолютно первозданная, потому что у нас было здесь раньше 2 леспромхоза в Алекминском районе. И они вот по Лене, вдоль реки Лена, все освоено, все вырублено. Хороший стройлес. А вот наша сторона, национальные наслега, вот 4, Чаринский, Токинский, Тяньский, Киндигирский, они нетронутые. В первозданном виде остались. И вот когда люди приезжают, они говорят, самая большая просьба, даже пожелание пишет, сохраните вот эту природу. Оставьте. Ага, сохраните, говорит. Это отчасти зависит и от вас, и, может быть, и не от вас, да, ну, как говорится. Да, это зависит от общества, как общество понимает, как относится. Как вообще пойдет вообще развитие. Да. И вот в этом вопросе мы тоже вот, когда приезжают к нам туристы, дети приезжают, у нас проходят различные вот эти экологические туры, прочие, там тоже рассказываем, объясняем. Есть такое. Вы сами, ну, допустим, когда приезжают гости, ну, кроме своей базы, да, как человек вот с опытом, да, какие места рекомендуете, ну, которые, ну, достопримечательности, которые, ну, обязательно нужно посетить? Ну, места, это, во-первых, у нас есть сакральное место. Сурукта, Каяна, скальные рисунки. Древние, да? Древние, Да. очень древние. Вот, Там у нас есть, раньше проходили экспедиции, проводились эти студентами ЯГУ. Много лет изучали вот эту сторону. Потом раньше по реке Алекма проходила трасса на материк. Раньше, до советской власти даже. И вот все вот эти Величская группа районов, Ленские, даже с Якутска, Хангаласские приезжали, и вот по реке Алекма подавались, уходили на материк. Дорога такая, автоземник был. И вот по нему, поэтому... Ямщикская дорога, скорее всего. Ну, Ямщикская здесь проходила, а там другая дорога, которая вот именно выходила на материк, вот через Алекму. Вот это она и есть, И очень много сейчас проводятся сплавы, туристы, которые сплавляются по Тока, по Чаре. Очень много таких приезжают, звонят. То есть заброска, а потом они сплавляются вниз, Да, они вверху их вот по железной дороге приезжают на этот истоки, где идет Чара, где идет Тока, забрасывается автомобилями, вездеходная техника, и оттуда сплавляется на байдарках. И пока ждем, Максим Борисович, такой вопрос. Вот как вы можете вообще оценить уровень развития туризма, в частности в районе и в Якутии, и главное его потенциал? Ну, какие видите перспективы? В нашем районе я пока единственный. Больше турбаз нет. Я единственный. Ну, ребята сейчас думают, хотят развить, хотят открыть турбазы, но это пока в планах. Согласитесь, что движемся все равно в этом направлении. Движемся. Самое главное, есть у нас государственная поддержка. Наконец-то, скажем так, мы уже сделали упор на то, что мы и внутренний туризм в том числе можем очень сильно развивать.
и Россия может делать хороший бизнес на туризме. Да, желание есть большое, программы есть хорошие, но чтобы они работали, надо именно другой толчок. Да, другой толчок, да. Давайте поговорим о отдыхе. Как вы отдыхаете? Хотя ваша работа вроде как бы связана с отдыхом. Но вы сами успеваете отдыхать там? Конечно, успеваю. За 13 лет, которые я работаю на турбазе, я столько хороших людей не встретил, как за все те предыдущие годы. Приезжают люди, мы всю ночь сидим, разговариваем, беседуем, пойдем порыбачим, и там забываем по времени. Сидим, разговариваем, беседуем о том, о сём. Это такой кайф. Новые знакомства, новые люди, да? Потом они приглашают меня к себе. Вон с Питера приезжали ребята, с Москвы приезжали, с Казани приезжали, с Новокузнецка, с Чувашии. Кто не приехал, все зовут. Давайте вы к нам теперь, да? Мне приятно что? То, что я правильно свою республику им показал. Позиционируете. Да. Ага. Потому что, как они ко мне относятся, я считаю, что это якутскому народу нехорошо относятся. Вот. Круто. Да. И пожелания такие же у них, когда пишут перед отъездом там или как. Ну да, но в бизнесе всегда. Я тоже очень долго занимался продажами. Как говорится, постоянный клиент – вот основа успеха любого бизнеса. И хорошие рекомендации. Да. Итак, сейчас у нас этап заложения. Мясо сюда в сковородку. Она чуть-чуть прожарится, тут долго держать не надо. Чуть-чуть, она, чтобы сок от овощей, от масла, вот это все она взяла, и тогда вкус совсем другой получается. А этот можно бульон использовать уже по-другому назначению. Да. Можно его в стакан залить, топить просто так. Да. Можно гарнир, как подлив делать. Да. Подливку какой-нибудь, там, соус организм. Можно дальше суп готовить. Да. Какой-нибудь. Да. Вот некоторые тоже приезжают из других регионов. Максим Борисович, кушать у нас с собой есть все, вот, которые приезжают с плавами, все с собой. Не надо это, вы не беспокойтесь. А когда мы с супругой вот так начинаем готовить, она у меня тоже молодец, очень вкусно готовит. У него полетает обе щеки. А добавка есть? Всегда. Вот все. Все, это оставляем. Да. И дожариваем, да, получается? Дожариваем вот это здесь. И все будет готово. О, видишь как. аж тяжело мешать, да? Настолько много. Да. Готовить надо с настроением потом. С любовью. Да, кусочек души это всегда. Да, это для души. Самый главный ингредиент, по-моему, приготовления. Если у тебя хорошее настроение, хороший собеседник, аж все прямо. Все получается. В самом хорошем смысле слова. Алёкминская картошка. Куда без нее? Картошка, и вот лук я положил. Речной. Прямо у нас на берегу растет вот такие батуны. Тоже собираете сами? Собираем сами. На зиму солим, оставляем. Петр, летом приедешь, если на базу, вот каждый день почти так будет. Осенью. Надо к вам приехать. Да, рыбалку я очень люблю. Там не только вот мясо, там рыбные, ассортименты разные бывают. Очень хорошие. По-разному готовишь. Варишь, жаришь, коптишь, вялишь. Спиннинг вообще обожаю. Вот на спиннинг здорово ловятся ленки, хариус, сик, щука, окунь. С Москвы приезжали, с медицины катастроф ребята. Вот они
Ой, профессионалы были. Мы аж поразились. 26 тайменей поймали. Только тайменей. И вот фотографируют, у них своя ассоциация федеральная есть. Поймают, взвешивают, показывают так, целуют и отпускают. Ага. 26 штук они поймали. Красавчики. Ой, вот это были профи. Мастера, да? Мастера, ага. Ну или просто повезло. Нет, они умели. С ними соревновались наши алекминские, Ага. тоже отдыхали у меня. Говорит, все, Москва, Алекминск, соревнования по спиннингу. Пошли. То есть у них, получается, у этих нет? Да, через 2 часа мои все вернулись. Борисович, ты с кем нас отправил? Говорит, мы кидаем, рыбы нет. А они бросок, рыба, бросок, Поклевка, рыба. да? Ага, да, поклевка. Он, говорит, они умеют. Ну, они подбирают блесна хорошие там, наверное. Потом подбирают по времени, по солнцу. Если такая солнечная погода, одна блесна. Если такая пасмурная, от другая. проводки тоже очень сильно Да, зависит, да, конечно. очень сильно. Ага. Потом как это выуживать. Вываживать. Ну. Да, вот это все она дает вот эти, кажется, нюансы. Вот они линков вообще натаскали немерено. Вообще немерено. Так, ну все, вот это сейчас. Теперь сюда вот. Закладываем, да? Ну, часть сюда заложу. Вооружаемся сразу ложками. Так, это пусть так стоит. Да, ну мы если добавим, да? Петро, держи себя в руках. Да. Так, и укропчик. И еще укроп подрезать. Он уже готовый. Готовый укроп. Не хочет? Не хочет. Туда тоже? Чуть-чуть. Чуть-чуть, да. Да, таймени я уже попробовал. Ну что, Максим Борисович, да, давайте попробуем. Ну, что пожалуйста, у нас, угощайтесь. Ага. да, что у нас получилось. Жирное мясо, ребрятина. Ну, просто бомба. Приятного аппетита. Да, Петр. стоять и кушать. Должно быть вкусно. Очень вкусно. Сам проверил. Максим Борисович, еще раз спасибо вам большое. И у нас в конце передачи такая добрая традиция. Пожалуйста, вот на эту камеру пожелания для наших телезрителей. Ну, уважаемые телезрители, вот эта программа, она очень правильная, потому что освещает жителей всей нашей республики. Как мы живем, как в каком уголке люди живут, чем занимаются, чем дышат, как говорится. И я хочу пожелать всем крепкого здоровья, чтобы мы объединились. Год семьи, год детства. У нас в районе год родного языка. Чтобы мы сплотились и, как говорится, больше общались, больше встречались друг с другом. Спасибо. А я еще раз скажу, что у нас сегодня в гостях был Максим Борисович Алексеев, руководитель туристической базы ИНИБИ. Максим Борисович, еще раз огромное вам спасибо, Вам что спасибо, были что сегодня приехали. гостем. Да. Мы заканчиваем нашу передачу, которую мы снимаем в городе гостеприимном Алекминске. Я Петр Цупандин, программа «Просто вкусно». На этом, друзья, мы с вами прощаемся. И в конце мы всегда говорим: кушайте, как мы всегда. Просто вкусно. Будьте здоровы, друзья.